На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. О памяти остались только кирпичи. Ходим, плачем, и с этим все, конец. Почему больше года остается разрушенным памятник воину Великой Отечественной? С Апастовского района Альбина Минибаева. Когда запах валит с ног. Сыном прямо говоря. В поселке Комсомольск Тукаевского района жители страдают от смрадного запаха отходов. Откуда он взялся, узнавал Рамиль Шайдоля. С долгами не по дороге. Серебристый Hyundai. 2 неоплаченных штрафа ГИБДД. Много ли задолжали казанские водители и готовы ли оплачивать штрафы на месте? Среда судебных приставов Лина Знатулина. Прошлое и современность на склонах Чатыртау. Кого объединил Тюркский фольклорный фестиваль? Самой высокой горы республики Филюза Хамидуллина. От памятника Великой Отечественной остались лишь красные кирпичи, обвалившаяся шпаклевка и перевернутый монумент. Больше года жители села Сатламышево Апастовского района не могут почтить память своих отцов, дедушек и прадедов, которые воевали, так как они привыкли. Монумент в их селе разрушен больше года. Это 9 мая они провели в соседней деревне. Почему память оказалась забытой на год? Об этом Альбина Минибаева. Наш памятник вон там валяется. Приезжаем за водой, ключи сходим, и все спрашивают, что это такое. Мы всегда отвечаем, вот это наш памятник павшим на войне. Памятник Великой Отечественной в деревне Сатламышево пал на мирной лужайке. От монумента советским солдатам осталась лишь кладка из кирпичей. 50 лет простоял, 1,5 года его не тоже. Вот так. А поминать нигде. 9 мая обязательно вот с цветами, с этими ходили. А после этого все разрушили, нам очень до слез обидно. На войну из деревни ушли 187 солдат, 72 из них не вернулись. 9 мая 2018-го своих воинов вспоминали в соседнем селе. Восстановление монумента сельчане ждали как победу. Но администрация деревни, по словам жителей, только обороняется. Новый клуб мы должны построить. После около нового клуба будем поставить. Когда будете этот новый клуб, черт ты знает. Вот этот квадрат, сверху вот так. Конус был, да? Ага, конусный был. Воспоминания о памятнике теперь только на черно-белой фотографии, но никуда ярче, чем действительность. Вот она, разрушенная. Говорят, что от былого места памяти сохранился образ солдата весом около 100 килограммов. И он находится в соседнем клубе. Сказали же, что в клубе у него солдат. Не знаю, вот завклуб-то надо спросить, она-то. Но заведующая клубом заглянула в подсобку, потом в актовый зал, осмотрела все укромные уголки. Но солдат оказался не партизаном, выяснилось, и его образ куда-то исчез. Свет медпас, давайте теперь надо слышать солдата. То есть здесь солдата нет, да? Нет. Сказали в клубе. В кущах был уже там все вытолкнули. Выкинули, что ли, солдата? Ну, разбито было по кускам уж там. Бывший руководитель поселения рассказывает, монумент как раз и разобрали во время его работы главой. Ни железа, ничего. Это раствором уже сделано. Сейчас монумент обещают восстановить к 9 мая 2019-го. Этой осенью заложат деньги самообложения. По словам главы, в 2018-м не было ни денег, ни места для памятника. Если новый клуб мы будем делать, эту память еще у нас ведь надо куда-то поставить. Это когда работать будут, это мешать будет. Победить разруху обещать за 100 тысяч рублей. Такова цена восстановления памяти, которую пришлось стереть на целый год. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Апастовский район. Останки 24 солдат, 10 медальонов, на которых еще читаются имена и фамилии. С такими находками сегодня в Казань вернулись татарстанские поисковики снежного десанта. В этом году в каждом втором медальоне обнаружили записи с именами. Это значит, возрастают шансы найти родственников павших. Их не было почти 2 недели. Сегодня вернулись домой. Уставшие, но довольные и с чувством выполненного долга. 60 ребят из разных школ не только Казани, но и районов республики. Песок, а за ним была такая крышечка. И в итоге это оказался компас.
Он был 1940 года. Та самая ложка и котелок, казалось бы, она была у него в привычном обиходе, но когда ты до нее дотрагиваешься, ты понимаешь, что это чья-то судьба, человека, который сражался за твою дальнейшую судьбу, за родину. Это просто невероятно. В этот раз мы нашли много медальонов, много солдат. Несколько медальонов отправили на экспертизу. Кобура от пистолета, значит, это был офицер. Вот уже 22 года татарстанский снежный десант ездит на раскопки на Невский пятачок. Это Кировский район Ленинградской области. Именно с этого плацдарма советские войска пытались прорвать блокаду Ленинграда в 1941 и 1942 годах. По нашим данным, уже опознано только 45 человек по медальонам. А так как немцы раскидывали там листовки на татарском языке, сами понимаете, практически каждый четвертый был из Татарии либо татарин. На этот раз нашли останки 24 солдат, 10 медальонов, 5 из которых с записками внутри. А значит, есть шанс прочесть имена и фамилии. Но найти солдата и опознать его – это полдела. Следующий этап – поиск родственников. Альбина Слугараева, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». Их история хранится в документах. Сегодня 55 лет с момента пуска казанского завода «Оргсинтез». Изначально он назывался Казанским химическим, а в 1961-м был переименован. Работники архива предлагают проследить историю предприятия от июля 1958 года. Именно тогда Совет министров ТАССР издал распоряжение о создании завода. Фотографии из цехов, распоряжений и постановлений руководителей, выписки советской татарии о досрочном выполнении пятилетки. Коллекцию важнейших документов от начала и до современной истории предприятия выставили в Госархиве Татарстана. Это начало со строительства органического синтеза. Это уже рабочие на самом заводе. Вот так выглядел он предыдущие годы советского периода. Здесь тоже можно посмотреть во время работы сотрудники органического синтеза. Аграрии республики готовятся выйти на уборку хлеба. Готовность зерноуборочных комбайнов 86%. В этом году на поля отправятся 3400 машин. Им предстоит убрать зерновые на почти 1,5 миллиона гектарах. В Минсельхозе попросили глав районов и хозяйств мобилизоваться. За каждым комбайном закрепить по 2 механизатора и организовать работу в 2 смены. Очень важно иметь хороших механизаторов, мотивированных, и надо иметь подменные экипажи. Не может человек 1,5 месяца работать там по 16 часов. Надо повышать эффективность работы комбайнов. Прежде всего, техническую готовность, ну и персонал, кто там будет работать. За каждого утонувшего татарстанца главы районов и городов будут отвечать лично, заявил президент республики. Напомним, с начала года жертв на воде уже 52. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом половина погибших купались в необорудованных местах. Вопрос безопасности на воде сегодня стал одним из главных на республиканском совещании. Одна из причин резкого ухудшения статистики, по мнению МЧС, отсутствие контроля по привлечению к ответственности за административные нарушения в местах отдыха. Гибнут трудоспособные или дети, или молодые, люди, которые должны жить и жить. Мы еженедельно будем подводить итоги, какие изменения, где у нас работа будет слабо организована. Конечно же, мы будем спрашивать, уважаемые руководители наших районов и городов. Где чисто, там и безопаснее. Сегодня волонтеры республики отправились к водоемам. Только с озера Лесное, близ Казани, они собрали полный КАМАЗ мусора. В таком эко-формате молодежь участвует с 2005 года. К ним сегодня присоединились и аквалангисты. Что они подняли со дна, увидел Ленар Гинатуллин. Александру Ширяеву 76 лет, и здесь он уже не в первый раз. Удобная одежда, перчатки, мешок и сразу на сбор мусора. Делать природу чище – обязанность каждого, говорит Александр. Плюс пример для молодежи. И я буду в этих мероприятиях каждый раз участвовать. Желательно, чтобы наших пенсионеров, советы района, городские районы приглашали на это мероприятие. Это нужно. Нужно каждому, кто отдыхает на берегу этого озера. Члены Русского географического общества в этом году уже очистили 43 тысячи квадратных метров прибрежной территории. Участвовало в этом более 4 тысяч человек. Озеро Изумрудное. Еще у нас в планах пляж Нижнего Заречья.
тоже требует внимания. Там много рыбаков, мы, в общем, есть что убирать. Также мы в этом году еще проведем мероприятие в Альметьевске, Нурлатах и Нижнекамске. Живописный уголок природы, озеро Третье. Несмотря на то, что оно находится прямо в черте города и остается малоизвестным среди жителей, мусора здесь меньше не становится. Вот эту кучу мусора волонтеры собрали буквально за первые полчаса с берега озера, а теперь за дело берутся профессиональные аквалангисты, которые будут очищать дно озера. Печи, покрышка. Тут пластмассовый немножко. Это в основном кирпичи, различные металлические предметы. То есть то, что легко кинуть с берега. Кому-то интересно, возможно, это сделать. Поэтому это единственный объект. Ну и, соответственно, пластик. Самый популярный вид мусора. Он везде есть, и в воде, и на берегу. 8 кубометров мусора. Результат санитарной очистки берега и дна этого водоема. На очереди озеро Изумрудное. Ленар Гинатуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. О свежести они только мечтают. Что ни день, то вонь. Жители поселка Комсомолец Тукаевского района задыхаются от непереносимого запаха. По их словам, его несет со стороны птицы и свинокомплексов. Сегодня их просьбу услышали в Роспотребнадзоре и прокуратуре. Комиссия проверит источник. Что стало причиной того, что люди перестали выходить на улицу? Об этом Рамиль Шайдулин. Утром пахнет, вечером пахнет, дышать нечем. Одинокие машины и пустые улицы. Это поселок Комсомолец сегодня. Жители не решаются лишний раз выходить из домов. Причиной всему запах отходов. Уснешь с открытыми окнами, то проснешься, ты будешь чувствовать себя как в свинарнике. Насосы качают с отстойников сюда, жижу, всю неочищенную, неотстойную. И это у них постоянно. Эти поля, они каждый год заливают вот этой вот жижи. Их дома окружены свинокомплексами и птицефермой. В этом-то считают комсомольцы. И причина вони. То и дело из трубы на поле сливается что-то похожее на экскременты. Вероятнее всего свиные, потому что каждый вечер со стороны ферм раздаются узнаваемые визги. Феникс у нас работает. Они всегда привозят свиней вечером, когда люди ложат детей маленьких спать. В 9 часов начинается выгружать. Стоит визг, писк, топанье. Правы ли жители, что у их поселка сливают отходы с ферм? И очищают ли их на предприятиях? С этими вопросами мы обратились к руководству животноводческого комплекса. Но ни директора и никого из руководства застать на месте не удалось. Его на месте нет, он на выезде. Замов никого нет на месте, даже не знаю. Тем временем часть домов, уверяют жители, уже готова к продаже. Только покупателей нет. Никто не хочет жить в дурно пахнущем месте. Жители полагают, что причиной смрада может быть не только, что комплекс сливает отходы, а в том, что их предварительно не очищают. У завода может просто не быть такой возможности, потому что очистные недоделаны. Но пока это только догадки. С другими причинами разбираются экологи. Возбуждено административное расследование. По данному факту уже инспекторами осуществлен мониторинг, проведена фотосъемка. На сегодняшний день планируется отбор проб как почвы, так и воды. В ближайшие дни Комсомольск ждет череду проверок. По информации Роспотребнадзора и районной прокуратуры, причины зловоний будут устанавливаться и их специалистами. Рамиль Шайдуллин, Светлана Звонарева, Эльмира Гайнутдинова, Дмитрий Кравченко, ТНВ, Набережные Челны, Казань. О своей проблеме жители поселка Комсомолец Тукаевского района сообщили нам по телефону. Если у вас есть о чем нам рассказать, ждем и ваших звонков по телефону 570 50 17. В Нижнекамске повысится стоимость проезда на трамвае. Сейчас она 20 рублей. С августа станет 22. Это связано с увеличением расходов на обслуживание железнодорожных линий. Последний раз повышали в 2016-м. Для жителей новых микрорайонов планируется запустить дополнительный маршрут. С долгами не проедешь. Очередной рейд по неплательщикам провели сегодня судебные приставы на выезде из Казани. С помощью системы «Дорожный пристав» искали должников по штрафам ГИБДД, налогам и административным взысканиям. Много ли задолжали казанцы, узнала Лина Зинатуллина. Есть 2 неоплаченных штрафа ГИБДД именно на 5000 и на 500 рублей. Вы не знали об этих штрафах? Я сейчас уже не помню. Забывчивость или незнание ответственности не снимают. Водитель Анна не против погасить задолженность. Волнуется только, что такой суммы с собой не взяла. Денег нет,
вот на карте, если есть, оплатим. Оплатить картой без проблем прямо в машине судебных приставов. Денег девушке хватило, можно ехать дальше. Расквитаться с долгами в таком формате готовы многие, ведь уже за сумму от 3000 может грозить арест имущества. Сегодня водитель «Тойоты» за долг в 150 тысяч на время лишился машины. Маленькая камера, которая замечает большие долги, устанавливается примерно в 400 метрах от места, где расположились приставы. Она сканирует номера машин сразу на нескольких полосах движения. Если среди водителей должники, тут же сообщают отсюда по рации. Hyundai микроавтобус С467. Дальше автомобилю так просто не проехать. Останавливает сотрудник ГИБДД, все детали уже проверяют приставы. Попадаются и на служебных машинах. Это государственная машина, их штраф не надо. Ну штраф-то надо, наверное, оплачивать сразу, да? Штраф не надо сразу, конечно. Тем более есть аванс на 50 дней почти. Ты нарушил, проехал 50 метров, тебе уже бац, идет смс, что у тебя штраф, заплатил спокойно. С начала года уже 81 рейд, 7 взысканных миллионов рублей и больше 100 актов ареста имущества. Больше всего, конечно, административных правонарушений. Подавляющее количество граждан считают, что штрафы ГИБДД небольшие суммы, поэтому можно это опустить и не оплачивать. Соответственно, такие мероприятия необходимы. Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Татарстан имеет 16 аппаратно-программных комплексов дорожных приставов, с применением которых регулярно проводятся подобные рейды. И не только на выезде из города. Следующий уже 18 июля в центре Казани. Лена Знатульна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Звездный Open Air. Много тех, кого мы видим по телевизору. Чьи фанфары на Камских берегах, узнал Дмитрий Аренин. Прошлое и современность на склонах Чатыртал. Кого объединил Тюркский фольклорный фестиваль? Самой высокой горы республики Филюза Хамидуллина. Чемпионат WorldSkills 2019 сделает рабочие профессии более престижными. Об этом сегодня рассказал Рустам Минниханов на встрече с руководством WorldSkills International. Президент WorldSkills International Саймон Бартли, в свою очередь, впечатлился объемами и темпами подготовки, прогрессом, который виден в Казани уже за год до чемпионата. На сегодня в республике уже 31 ресурсный центр по стандартам WorldSkills. Больше 1300 татарстанцев прошли экзамены по разным компетенциям. Семья Калябиных из Казани просит помощи. 4 года глава семейства Станислав борется с онкологией. В 2015-м болезнь отступила, но в прошлом году случился рецидив. Год ожидания, месяцы терапии, нужно лечение за границей. Алина Мусина о том, как можно помочь вернуть надежду и веру в чудо. Давай уже все. Вместе играют, гуляют и занимаются. Станислав Калябин, отец двоих малышей. Сейчас живут только благодаря поддержке своей семьи, говорит он. Руки опускались, думал, все уже. Когда я сумму узнал, тем более на лечение, даже не поверил, потому что тяжело. Все началось 4 года назад. Он проходил плановую флюорографию. На снимке обнаружили опухоль. Оказалось неоперабельной. Долгое лечение, потом реабилитация. Казалось, болезнь отступила. Расслабился, перестал ходить. Я 2 раза ходил и на ПЭТ, перестал ходить, потому что ничего не было, не ожидали даже, да. В этот раз опять кашлять начал, он в том году еще зимой начал кашлять опять, сводили на флюорографию, и у него опять, но она у него как осложнение, она задета легкая уже. Станиславу могут помочь только израильские врачи. Стоимость лечения 3 миллиона рублей или $50 тысяч. Для семьи с 2 маленькими детьми сумма неподъемная. Вы уже помогли стольким татарстанским семьям. Месяц назад, после выхода в эфир репортажа об Арине Васильевой из Казани, семья начала готовиться к операции. А после сюжета о семье из Камско-Устинского района, у которой сгорел дом, они смогли купить новое жилье. Сделать доброе дело может каждый. Это просто. Нужно перечислить любую сумму на карту, номер которой указан на экране. Алина Мусина, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. CityLink стал еще ближе к покупателям. С 13 по 15 июля дискаунтер электроники и бытовой техники открывает второй в Казани магазин-склад терминальной торговли. Электронный дискаунтер CityLink – один из крупнейших онлайн-ритейлеров России. В его ассортименте более 50 тысяч наименований товаров.
О популярности компании среди населения говорит и то, что география ритейлера постоянно расширяется. Сейчас это 52 магазина в 40 городах России. Покупатели привлекают низкие цены, широкая линейка ассортимента и сервисных услуг и высокое качество обслуживания. Одно из ключевых отличий Ситилинка от многих интернет-магазинов, не от всех говорю, но от многих, это наличие собственного склада. То есть мы торгуем теми товарами, которыми владеем. То есть это те товары, которые находятся у нас на складах, их не нужно никуда ездить, забирать у других поставщиков. Это гарантирует покупателю исполнение его заказа. Выбрать есть из чего. На складе нового магазина в Казани сейчас находится 10 тысяч наименований товаров компьютерной и бытовой техники, заказать которую можно через сайт, по телефону или через терминал. К тому же Ситилинк регулярно радует своих покупателей различными акциями. В компании Ситилинк проходят ежедневно различные акции. За данными акциями можно следить в разделе акции на сайте citylink.ru. В дни праздничного открытия компания Ситилинк проводит акцию 1000 товаров по рублю. Чтобы принять участие в данной акции, необходимо купить товар на 1000 рублей и второй товар приобрести за 1 рубль из определенного списка. Предложением поспешили воспользоваться сотни казанцев, первых посетителей нового магазина-склада. Сделав заявку тут же через терминал, через несколько минут они стали обладателями не только покупки, но и приза. Меня устроила ценовая категория, то, что акции происходят. Вот мы решили приобрести телевизор на дачу. Акции, подарок дают при этом. Вот чайник к телевизору получим, чему мы очень рады и очень приятно. Возможно, завтра или послезавтра или в последующем будем обращаться в этот магазин. Воспользоваться праздничной акцией казанцы смогут до 15 июля включительно. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Компания «Ситилинк» будет радовать своих покупателей каждый день. Больше 300 тысяч болельщиков посетили Татарстан за дни чемпионата. 58% россияне, 42% гости из 35 стран мира. Туристы в Казани потратили около 18 миллиардов рублей и в среднем оставались на 3 дня. Итоги по всей России сегодня подвела Всемирная туристическая организация. Наследие чемпионата мира будет использоваться в том числе для развития зимнего, медицинского и культурного туризма. В Татарстане эффект от чемпионата ждут уже в ближайшие дни. Чемпионат мира 2018 лучший в истории. Об этом сегодня заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Цитата: «Невероятный, изумительный чемпионат мира. Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории. Сегодня могу повторить то же самое, но с еще большей степенью убежденности». Казань вошла в топ-5 самых упоминаемых в СМИ городов чемпионата. Данные привел Скан Интерфакс. Разные издания Казани посвятили 22 тысячи публикаций. Лидеры Москва, Петербург, Сочи. Больше всего о Казани говорили во время приезда экс-президента Франции Николя Саркози. Он посетил матч Франции-Австралии и прогулялся по Казанскому Кремлю. Самая высокая точка Татарстана сегодня в центре внимания. На Чатыртау прошел фольклорный фестиваль тюркских народов. Зародившись 8 лет назад в масштабах района, сейчас он уже в статусе международного. Кого объединила чудо-гора, расскажет Филюза Хамидуллина. Народный фольклорный ансамбль «Асанай». Чтобы попасть сюда, им пришлось преодолеть 600 километров. Гости из Башкортостана на фестивале впервые. Говорят, такого масштаба не ожидали. Мы на этом фестивале впервые, нас очень радушно встретили, мы приедем еще. Техника без ничего, без клея. Рукоделием с 10 лет. За это время Алена Ихсанова стала мастером своего увлечения. В коллекции ее работ даже картины из шерсти. Просто выкладывается, свои, конечно, хитрости есть. Где-то там пинцетом надо поработать, где-то ножницами. Это учиться надо, секреты мастера. Скручивание чая производится. Сначала собрать, потом заготовить. Все это про Иван-чай. Евгении Терешиной удается сохранить необычный вкус и аромат листьев растения. Здесь такая прекрасная погода, аура такая чудесная. И музыка просто завлекает. Хочется не чай делать, а танцевать. Старинные песни, обряды и сказания разных народов. На сцене вокальные и инструментальные ансамбли. Здесь прошлое соединилось с настоящим.
Уфа, Пермь, Самара, Оренбург. Всего 40 коллективов. Фестиваль на Чатыртау давно вышел за рамки регионального. Теперь это международный фольклорный форум. Этот праздник объединяет все наших национальностей. Здесь и таджики, и узбеки, и чуваши, и русские, и башкиры. Это вот такой объединяющий прекрасный праздник. 1000 человек собрал вокруг себя Чатыртау. Каждому дорога и история, и легенды, которые здесь зародились. Вся история района на красочной экспозиции. По легенде, именно Чатыртау стал местом для укрытия войск Емельяна Пугачева. А в 18 веке здесь путешествовал и сам академик Петр Паллас. Много народу приехало из всего Татарстана. Очень интересно было. Самобытность культуры тюркских народов и возрождение забытых старинных обрядов – главное этого фестиваля. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район. Во мрак погрузились сегодня горы Австралии и Антарктиды. Пятница 13-я ознаменовалась солнечным затмением, суперлунием, то есть Луна практически полностью заслонила диск Солнца. Это природное явление. С 4 до 7 часов утра могли наблюдать жители Австралии и пингвины Антарктиды. В нашей стране, как и во всем современном северном полушарии, феномен разглядеть не удалось. 11 августа ожидается новое солнечное затмение. Лето, вечер классика. На берегах Камы открылся Open Air фестиваль. Это летние вечера Елабуги. Исполнить фольклорную классическую музыку приехал звездный состав во главе с пианистом Борисом Березовским. Первые аккорды услышал Дмитрий Аринин. На елабужской сцене звезды Петербургского государственного симфонического оркестра взошли впервые. Такую плеяду собрал инициатор фестиваля, всемирно известный пианист Борис Березовский. Получаю огромное удовольствие от атмосферы, от города. Ведь мне бы хотелось, чтобы это было ежегодное событие, конечно, но вообще загадывать это, я человек суеверный, поэтому, я с удовольствием. В Елабугу приехали более 100 музыкантов и тонна концертной аппаратуры. Для публики фольклорная музыка, отечественная и зарубежная классика, сочинения современных композиторов. Каждый раз, когда играешь на открытом воздухе, с микрофонами, всегда какие-то есть неудобства. То ветер дует, очень комфортно. Сопрано Айгуль Хисматуллина родом из Набережных Челнов. Признается, в родных краях выступать приходится нечасто, оттого особенно приятно. Волнительно, очень радостно, что есть возможность выступать все-таки на родной земле. Потому что в большинстве своем мы мотаемся везде, только не дома. Концерт открытия своими фанфарами и аккордами радовал слушателей около 3 часов. Исполнили увертюру к опере Руслана Людмила и арию «Алтын Чеч». Фестиваль проходит в формате Open Air. На Большой Поляне первый музыкальный вечер собрал более 11 тысяч человек. Мы стоим, у меня на глазах слезы, потому что очень проникновенная игра. Много тех, кого мы видим по телевизору. И, в общем-то, в принципе, когда бываем в Москве с большой сцены. А здесь вот вживую, вот они перед тобой. Прямо до слез. Такое чувство, даже непередаваемые ощущения. Фестиваль продлится до конца этой недели. Предстоят 3 больших концерта. Дмитрий Аринин, Альфия Хузина, Ренат Гениятов, ТНВ, Елабуга. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Ну а сейчас прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Почему покупатели Эльдорадо на коне? Потому что за каждой покупкой идет бонус до 30% на следующую покупку. Узкая стиральная машина Bosch по суперцене и 8700 бонусов на карту. Или оформите рассрочку. Ждем вас в Эльдорадо! Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Ниссан на Чуйкова. Там Ниссан Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы.
Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. 19-й республиканский фестиваль крашенской культуры Петрау приглашает вас за незабываемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батареи красавица в селе Изюрима Мадырского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. В субботу под влиянием атмосферного фронта по Татарстану пройдут дожди. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 25. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также с небольшим дождем и 25 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают временами небольшой дождь, облачная погода с прояснениями и 25 градусов выше нуля. Дождливый циклон и на северо-западе Татарстана. Тут плюс 24. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном переменная облачность плюс 25 и местами также пройдет дождь. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, с дождем плюс 24. Лето – самое время наслаждаться погодой и гулять почаще на свежем воздухе. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. В столице Татарстана переменная облачность, временами возможен небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.